тебе, чтобы вкратце ты рассказал свой путь. Так, в 2001 году окончил Ингушский государственный университет с отличием специальности английский и немецкий языки. В этом же году устроился на работу в эту гимназию. Год проработал. В которой ты сейчас работаешь? Да. В 2002 году поступил в аспирантуру по специальности методика обучения и воспитания, в скобочках иностранные языки. 3 года учился в МГУ, то есть, да, я имею в плане аспирантуры. Параллельно работал в Московском институте иностранных языков, преподавал английский язык. Работал, диссертация была связана с поликультурным контекстом и вот видеорядом, мультимедийными проектами, вот как реализовывать, создавать поликультурный контекст на занятиях. Я был 2 раза в Англии в течение этих 2-3 лет. Тоже над методикой обучения иностранным языкам поделился уже своими идеями, как-то вот так получилось. Вышел на работу в МГУ, да, на факультет глобальных процессов, где обучение все шло на английском языке, именно английский язык был очень на высоком уровне по кембриджской системе. Работал там 2 года. Так, параллельно занимался своими репетиторскими курсами, потому что жить на зарплату учителя, конечно, не получается. Да, тяжело. Так, доработал до 2011 года, приехал где-то в 2012 году, целый год там тоже работал в Москве, просто на репетиторских курсах, то есть, да, как вот именно отшлифовывал принципиально для себя именно разные возрасты, начиная от взрослой аудитории, но взрослая аудитория это самый такой главный конек последние годы, ну и плюс еще детские вот детишки, с ними специально работал, именно дошкольными, такой, вот. В 2013 году, нет, в 2014 году, да, я был уже дома, нет, в 2013 году приехал домой летом, организовал свои курсы, вот здесь часть моих студентов, которые здесь у меня обучались, и поступило предложение выйти на работу в гимназию по ряду там причин, собственно говоря, я принял на себя этот такой тяж, и в 2014 году вышел на работу, с января месяца работаю там. В общем, я постараюсь максимально изложить основные такие принципы, тезисы, которые, на мой взгляд, вы должны знать сегодня. Почему? Потому что большинство из вас являются родителями, ну уж по крайней мере, скоро вы столкнетесь с этими вещами, с этими проблемами. И поэтому я думаю, что сегодня есть ряд концептуальных таких вещей, которые современные папы, мамы должны знать. И тем более люди из гражданской позиции отчасти владеть ситуацией. Я, пожалуй, начну именно с общественного контроля в школе. Начинаешь разговаривать, разворачивать родителя, и вдруг обнаруживаются такие очень интересные вещи, те ситуации, в которых родители немного не понимая, не зная своих прав, но действительно остаются за бортом, за границей того, за пределами того, где на самом деле они должны были, собственно говоря, принимать активное участие. И из-за этого страдает весь процесс. О чем я говорю? Значит, есть такой закон, называется 273 закон, называется он «Закон об образовании в Российской Федерации». Пожалуйста, у кого есть записные книги, те, кто не знает, запишите просто 273 закон, где четко прописана роль родителя. Если вы почитаете этот закон, вы увидите, насколько огромными полномочиями наделяет сегодня закон родителей, насколько много прав на него. Когда я начинаю говорить, да, просто такая небольшая вставочка, говорить со своими педагогами о родительских правах, бывает немножко такое, может, если я ошибаюсь, да, кстати, сегодня у нас в гостях вместе со мной мои заместители, я их чуть попозже представлю. Но когда я спрашиваю этих же заместителей, коллеги, у вас же дети учатся в школе, а теперь поставьте себя на место родителей. И тут я уже в глазах вижу, как мой педагог начинает менять свою позицию, но, по крайней мере, уже слышит другую сторону. Значит, 44 статья, пункт 3, четко декларирует следующее.
что родитель или законный представитель несовершеннолетнего обучающегося имеет преимущественное право на обучение и воспитание перед всеми остальными лицами. Остальные лица – это мы, педагоги. То есть эти родители сегодня имеют право намного больше, чем мы имеем вот на это же обучение и воспитание. Когда я говорю, например, что родитель на самом деле имеет право участвовать даже в выборе выборе литературы для своих детей, вообще вот когда школа определяет, родитель имеет право сегодня активно участвовать в этом процессе. Определять программы, курсы, учебники, те или иные мероприятия, предлагать те или иные, не знаю, курсы вообще развития, стратегии развития образовательных учреждений. Но, к сожалению, родители об этом не знают, раз. И, более того, директора особо не заинтересованы в этом. Хотя, на самом деле, я думаю, потихоньку я буду иногда предоставлять слова своим заместителям, то, как организована у нас гимназия, эта работа. Чтобы было видно вот контраст, насколько это сегодня в наших реалиях, в нашей республике, потому что я прям подчеркиваю нашей республике, потому что все-таки менталитет откладывает свой отпечаток, и те или иные правовые нормы закона, они не в полной мере или в той или иной степени претворимые в нашей... Здесь даже среди нас присутствующих есть те наши друзья, коллеги, наши знакомые, которые ко мне обращаются. Вот уж даже до Охтадеш гимназии. Они готовы вот все, прям помочь, чуть ли не знаю, вот с иголки, там, не знаю, все обеспечить и так далее. Но я, честно говоря, чуть-чуть так очень занял позицию такую аккуратную в этом вопросе, потому что очень непростая ситуация. У нас сразу ассоциируется, что они заплатили деньги и вот так устроили детей. Да? Я в корне это не приемлю. Но знаете, коллеги, эти лица, о которых я сейчас говорю, у меня с одного села 7 человек, которые говорят, любой вопрос решить у гимназии, у любой гимназии строится. Но почему-то с верхних очелков они вынуждены привозить своих детей. Я им задаю вопрос, вы о детях подумали? Вы наверняка подумали о том, что вам нужно, вы так задали себе вопрос, а могу ли я это сам организовать утром, каждое утро приезжать, вечером забирать ребенка? А тут же еще и ребенок, который действительно может пострадать, это же тяжело с одного села, с одного города населенного, ездить там, не знаю, через горы, холмы, ездить в город назад. Я говорю, почему бы вам всем не подойти к этому директору, вот так взять его, да, в хорошем смысле, и сказать ему, или ты берешь за образование наших детей, да, или уходи отсюда, или берешь за образование наших детей, а вот мы тебе будем помогать. Вот это и есть первые зачатки общественного контроля. Называется, вот вы, наверное, слышали, родительский комитет. Разница между советом и комитетом следующая. Комитет – это когда школа сама управляет этим комитетом. Сама определяет регламент работы этого органа. Сама определяет вообще вектор развития, как вообще все там должно участвовать и вообще происходить. В то время как родительский союз, там, не знаю, да, или другие какие-то там объединения, они уже сами внутри могут выработать собственную позицию. Вот, например, просто взять родители одного класса, могут подойти самоорганизоваться и сказать, вот мы родительский комитет, там, или не знаю, союз родителей, или общественный союз родителей. В частности, у нас в гимназии это мы называем управляющий совет. Вы знаете, очень удобный орган, очень важный орган. Мы возлагаем очень многие вещи, то есть, понимаете, когда ты один директор подписываешь, но когда там еще видно согласован с управляющим советом, согласован с родительским комитетом, так, этот документ приобретает уже не просто такой акт чисто внутренний, а еще и общественную значимость. Поэтому я призываю наших родителей, у тех, у кого есть возможность, да, и чтобы это было прозрачно, и вы сказали директору, вы знаете, вот я хочу, вот какие у вас гранты, какие у вас направления развития. Спорт, образование, чтобы детей высылать куда-то там на конференции. Так, или внутри что-то действительно материально-техническую базу подтянуть. Так, и чтобы вы прозрачно видели каждую свою копейку, которую вы расходуете. Но вы понимаете, что вы это, во-первых, делаете, если говорить все-таки, да, духовными квинтэссенциями, да, вот делщида, да, вот действительно это делаете, как загад, я не знаю, как сагин, да, и вы видите, что ваши дети пользуются этим. И когда ваши дети выпускаются из этой школы, это остается, так как вклад ваш личный. Вы знаете, совершенно другая форма и
бывает очень приятно наблюдать вот именно такого рода картины. Поэтому директору, во-первых, надо четко дать понять, что родитель – это сила, родитель – это партнер, родитель – это обратная сторона треугольника, с которой надо и нужно считаться. Поэтому я призываю наших родителей, молодых родителей, состоятельных родителей, вот приблизительно такие акции, они очень-очень важны, на мой взгляд. То есть просто взять, отсуешь, что я вот сейчас намерен встретиться с имамом этого села и просто ему сказать: «Она хайёшь, хаймяждики, кейтес». Почему? Вы знаете, это же трагедия, что вы знаете, сколько ко мне обращаются? И только начало. Если я скажу, что вот за эти 2-3 недели ко мне обратилось 300 человек, это будет не преувеличение. Заявлений только 200 с чем-то у нас. Устно сколько обращений, сколько звонков будут шататься. И только начало. Но человек же с одного села, с одного округа не от хорошей жизни идет в школу. Я просто говорю о том, что давайте эти школы, вот здесь у меня и коллега, директор Икажевской школы, мы говорили с ним как раз таки об ассоциации директоров, чтобы сегодня нами не манипулировали, нами тоже манипулируют. Вы знаете, очень таких много моментов, которые потом, может, я чуть озвучу, если у нас будет время. Вот такая же вот наподобие этой же ассоциации, тоже сам подойти к этому директору, четко заявить о своей силе и о том, что вы готовы помогать ему, да? Но и вместе с этим не столько словами, но еще и материальным планом. Да, есть еще понятие права и обязанности. Я очень часто еще такой момент очень важный. Я некоторых наших родителей, кого-то коробит, как кто-то так улыбается, я говорю, надо четко различать разницу между биологическим отцом и родителями, да, или мамой, да, и вот действительно законными представителями этого ребенка. От того, что мы просто породили, не заканчивается история. Нужно от начала до конца отслеживать каждый процесс, потому что все то, что мы зарабатываем, вот мы думаем, что мы зарабатываем хлеб и так далее. На самом деле мы отвечаем за это. Именно прежде всего мы должны измерять, сколько мы зарабатываем и сколько мы уделяем время своим детям. Если мы, это ущерб тому, что мы уделяем время своим детям, тогда надо где-то как бы пояс чуть-чуть поуже затянуть. И в КоАП, то есть, да, Кодекс об административных правонарушениях, значит, 5 статья, 35 пункт. Да, там четко возлагается ответственность на родителей за несоблюдение их родительских законных прав относительно обучения и воспитания этого ребенка. И возлагается определенный штраф. То есть я просто обратил внимание, да, чтобы вы понимали, что есть и права, и обязанности. И поэтому я призвал бы нас, всех молодых состоятельных людей, обратить на это внимание. Директор – это гарант соблюдения прав всех участников образовательного процесса. И ребенка, и учителя, и родителей. И мы вот на этом заседании, форум даже назовем его, планируем поднять, ну, даже видеоклипы даже с интернета, то есть, да, такие проблемные кейсы, чтобы мы обсудили разные ситуации, разные стороны. И вплоть до того, что вот как могут быть нарушены права учителя. Вот я пример, хотите какой я вам приведу? Вот я свой номер, да, вот этот, да, на родительском собрании четко вот на большом экране его выставил, сказал, запишите все, так, любая проблема, нерешаемая проблема, которую вы не смогли решить вместе с учителем, вместе с классным куратором, вы звоните на этот трубку. Да, вы знаете, очень много получил, и вы знаете, ну, приятно, в любом случае это неприятный вызов, но он важен, он необходим. Вы знаете, я четко подчеркиваю одну вещь. Родитель, который обход классного куратора, обход учителей и других предметиков, сразу ко мне подходит, я ему конкретно говорю, ты нарушаешь право учителя, классного куратора. Ты подходил к классному куратору? Нет. Элементарно, один пример. У меня классный куратор, вот, и этот же однофамилец этого же классного куратора звонит мне, это где-то начальная школа. Ой, Магомед Башир, там истерика, то есть, да, я отключаю телефон, я как раз на уроке. Второй раз звонок, ну, поднял. Вот, вы знаете, моего ребенка другой ребенок бьет, в общем, задирает девочку. Значит, да, там что происходит и так далее. Я говорю, классному куратору вы звонили.
То есть все вопросы учили, это же не моего уровня, вопрос там девочку там, не знаю, зацепили и так далее. Нет, говорит, не звонили. А мы звонили, говорит, да, не дозвонилась. То есть она позвонила, ей не ответили, она решила позвонить, пользуясь случаем, директору. Почему не позвонить директору, не побеспокоить? Я ей объясняю, пожалуйста, сейчас это неправильное действие. Вы подставляете под сомнение авторитет моего сотрудника. Вы должны уважать достоинство моих сотрудников и прежде всего обратиться правильно, начать первый свой шаг. Обратиться к учителю, не помогло, обратитесь к классному куратору. То есть попытайтесь разобраться в этой ситуации, чтобы вам открыли другую сторону. Там не получается, то есть, да, вы не слышите. Ну тогда все, тогда уже он идет ко мне, и потом всех остальных я приглашаю в кабинет. Вы знаете, очень неприятная процедура, но это важная процедура, когда в кабинете, не в кулуарах, когда за спиной учителя я обсуждаю, что он сделал и чего он не сделал, а когда прямо в кабинете, ну, честно вам скажу, по своему опыту, вначале учителя не понимают. Очень трудно им было, то есть, да, и родители не понимают, то есть они боялись, дик учитель, сразу же, дик учитель, все. Я сразу же вызывал, все, вызываю секретаря, все вызывайте. Если там еще ребенок участвует, все, ребенка тоже вызываем. И все-таки вышел на уровень того, чтобы учитель уважал ученика, ученик уважал учителя. Уважение, оно важный фактор. И вот то, что мы сегодня говорим о правах, терпит отхуши бы, да, отхуши, цехуши бы, отсюда вот если еще не воспитывать. И надо понимать, что права, и там, где право, там есть обязанность. Вот это четко должны соблюдаться. И когда они это понимают, все, уже как бы они понимают, что шутки плохи, и вместе с этим уважение они чувствуют. Но опять-таки это такой длительный, это не одного дня вопрос. Поэтому я просто возвращаюсь в плане вот, работы опять-таки с общественным институтом. Абдуль-Хамид, ну вот пара родителей, хотя бы в одном классе вообще было бы хорошо, подойти и сказать, что ситуация, то мы решили вот так объединиться и быть партнерами. Ну, конечно, когда директор понимает, это бывает чудесно. А может, этот директор, поверьте мне, будет и такое, что директор сам, вот если я его спрошу, у тебя есть родительский комитет, там, не знаю, наверняка у него есть, где-то формально, где-то так, или управляющий совет, он может сказать, а нет, бомбард родителей. То есть такая ситуация тоже может, поэтому нужно дать понять директору, сперва, что есть такая команда, которую просто нужно пригласить, оформить, издать протокол, точнее положение, закрепить, все, и все, уже работа пойдет по поводу телефона. Ведь мы, понимаете, когда мы запрещаем или позволяем что-то, мы же тем самым их и воспитываем. Если мы запрещаем делать то, что позволено, вы знаете, это неправильно. То есть сегодня я говорю так, ребенок имеет право, это его собственность. Телефон – это его право. Теперь, что мы им говорим? Мы выработали ряд таких положений. Первое. Во время уроков он не имеет права пользоваться телефоном. Раз. А во внеурочное время он имеет право, и то скромно отойдя чуть в стороночку, чтобы это не мешало, не бросалось, и он не ходил по коридору. То есть он имеет это право. Теперь, играть смартфоны мы запретили. Мы сказали, мы понимаем, жизнь непростая, риск безопасности, как говорится, да, что что-то может случиться с ребенком высок, и обратная связь с родителям обязательно. Поэтому я им всем показываю, я когда покупал, меньше 1000 рублей стоил телефон, пару лет назад. Я им всем говорю, для примера я говорю, я директор, чтобы вы понимали, что если директор может себе позволить этот телефон, то есть я скобочкой говорю, может позволить, то есть, да, то есть не стесняйтесь, это нормально, то есть, да, что для детей моих учащихся это нормально, никаких проблем, какие вообще могут быть проблемы. И они понимают, что им, да, дается эта возможность, но она просто четко регулируется законом. И сегодня даже, когда учителя просто так отнимают телефоны, безбрежно вот так, мы это не разрешаем. Во-первых, это мы отнимаем. Сразу говорим, что в течение этого дня любой родитель, представитель закона может подойти, забрать этот телефон, но ребенок пишет объяснительно. Мы выработали тоже локально акт, четко себе прописали. То есть не просто запрет телефона, да, или полное его разрешение, а именно четко регулируя, регламентируя этот порядок. То же самое по поводу одежды. Вот смотрите, сегодня вы встречались, да, были моменты, когда там, я не знаю, в каких-то там, не знаю, одеяниях там люди пришли в нашу школу, и такой бунт, возмущение, недовольство, негодование. Опять-таки я говорю, что изначально надо собрать родителей и выработать вместе эти положения.
Сказать, давайте вот сегодня, если мы, и объяснять с ними нужно говорить, диалог постоянно нужно проводить с родителями. Когда ты начинаешь с ними часто говорить, они же потихонечку начинают тебя слышать, и ты их начинаешь слышать, и где-то ты компромисс делаешь, где-то они делают компромисс. Но они всегда должны понимать, если мы что-то говорим нельзя делать, что-то во благо этих детей. А если родители этого не знают, то получается, что ты противники, то есть ты как бы, а на самом деле вы на одной лодке все. Мы все на одной лодке. И поэтому я просто хочу, чтобы родители всегда, ну вот, показывали директору, что они, вот сегодня элементарно ко мне подходит родительский комитет 1 класса, Грозный, Дугадуру, Ахлёх-Берж, можно мы повезем в Грозный, то есть, так, ну, видите, ну, они как бы созрели на то, что сами хотят вместе с классным куратором что-то провести, какую-то организовать какое-то мероприятие. Опять-таки, я услышал, говорю, давайте мы рассмотрим, как, что мы можем сделать в этом случае. И вот ряд других вот таких моментов. По поводу, я вот сейчас не для громких фраз, да, нас могут и не так понять, даже, что даже то, что озвучу, наверное, но все равно я озвучу. Вот Рузбламаза, Баха, да, Энкиш, вы знаете, очень часто бывают эти проблемы, когда дети перелазят ограды школьные, сбегают, где-то же, не везде же охрана, как у нас в гимназии. Вот сегодня у нас в гимназии, благодаря именно тому, что у меня сильная охрана, нам не мешают работать. Двери никто посторонний не открывает, и все у нас, как говорится, благо. Мы в течение года думали над тем, как сделать так, чтобы мы смогли вывозить детей, да, на эту пятничную молитву, не нарушая учебный процесс. Я говорю, вот год думали, и так расписание, и такая форма, то все перерыли. И вот в течение вот этих вот, когда мы нашли какой-то компромисс, мы определились, вот буквально вот полгода мы работаем, отправили письма муфтият, министерство, обращение родительского комитета. То есть, это же организация, правильно, юридически организовать этот процесс надо. Организация родительского комитета этих классов, что они обратились к директору, а я в свою очередь обратился в муфтият и в министерство. Они отписали, что если это не в нарушении учебного процесса, значит, мы тогда решили, ага, давайте раз так, давайте разработаем локальный акт положения, который четко регламентирует, как он будет проходить этот вывоз. Можем ли мы в плане расписания провести? Мы решили, очень долго думали, то есть классный час поставить на 5-й урок, девочки идут с классным куратором на классный час, дети идут, в общем, а мальчики вместе с учителями основы религии, организованно, то есть приказ, потом согласие учеников, потому что они же совершеннолетние. У нас в республике спрашивают, именно родитель написал согласие или нет, а российский закон требует обязательно, даже ребенок, который поступает в 10 класс, он сам за себя должен писать заявление, не родитель. Сегодня закон именно вот так предполагает. Вот он пишет это заявление, то есть все собрали, то есть, да, плюс еще сейчас соглашение с имамом этой мечети, чтобы он четко знал, что у нас общественные соглашения общественных, таких как вот, общественный договор. Вот, то есть все продумали. Так, и вот с какой речью мы их проводим, этих детей. И вот, то есть я просто сейчас вам как пример такой вот сложной обстановки, когда, да, вот у нас, вы знаете, да, недавно я выступил, я уверен, что если главе преподнести грамотно этот вопрос, объяснить им, что можно это сделать так, то наверняка я думаю, что пока понимание этого вопроса будет. Но просто не все школы могут себе позволить, автобус, там, да, тот или иной момент, просто мы это можем позволить. По крайней мере, не нарушая, абсолютно не нарушая, причем прописали по ФГО, что ФГО, Федеральный государственный образовательный стандарт, мы сейчас чуть позже поговорим о них, это то, что сегодня, чем регламентируется образовательный процесс и воспитательная работа в школе. Там есть такая очень интересная формулировка гармонизации личности с общественными институтами, то есть, да, то есть именно в рамках патриотического воспитания. То есть все эти моменты прописали, расписали. И когда мне задают вопрос, задаться, то есть, да, тебя не покоробит из-за этого, я говорю так, но если после всей этой работы и покоробит, я говорю, ну, пожалуйста, пускай дают по шапке. Если после этой работы, но если я говорю, по ПХ неправильно организовал, вот за это я говорю, пускай наказывают. Но если все организовано четко, и я обычно вопрошаю, мы же в цирк возим этих детей, в музеи возим. Я говорю, если надо, я в церковь повезу, в синагогу, пускай учатся, толерантности учатся. Я считаю, вот мечети их воспитывают патриотизму, воспитанию, потому что это мужчины. Это мужчины уже, кстати, именно 10-11 классы, не другие классы, именно 10-11 класс. И то согласие самих учащихся, это насильно никто не заставляет.
Ну, просто я говорю о том, вот как важно провести эту родительскую вот связь, более того, управляющий совет. Да, все согласовано с управляющим советом, родительским комитетом. То есть проделана огромная работа. Это сейчас вам кажется, ну какие даже бумажки. Но вот эти вот целые бумажки, это целый процесс, понимаете, туда письмо, апробация тех или иных моментов. В общем, и мы сейчас просто видим, вот, что эти вот мальчики, да, и когда они вот этот контакт с мужской общиной этого города у них происходит, они видят вот унах и благоголубан, да, сумяжики, актуальны, проблемы, мы знаем, да, что это поднимается важный вопрос. И вот это вот тоже, это воспитание, понимаете? Причем всегда Багляем четко сказал, тубажье, мурдажье, сунцам, никаких слов. Все пошли, все джамаатом, все делаем то, что все делают. И также все четко пришли. Так? И вот даже вот, я говорю, учитель первый, который впереди идет, все, он идет по тротуару, вы тоже идете по тротуару. Вы знаете, соборничать, там же машин много бывает. Все четко, чтобы организовано было. И это просто пример того, как, если правильно организовать всю работу, ну там еще юридическая работа, но все равно связь именно с общественными институтами, то есть родительский комитет, управляющий совет, то бывает хороший из этого продукт. Я об этих вещах. То, что Беслан сказал, это проблемы. Знаете, сколько проблем? Одна лишь проблема. Школу сегодня проверяют 14 надзорных органов. Ростехнадзор, Рособорнадзор, Минздрав, Росздрав, там, не знаю, Роспотребнадзор. Даже я был удивлен, когда ко мне пришли с сейчас я вам скажу. Сельхоза. С Россельхоза, да, совершенно верно. Россельхоза. То есть черви поели листу моих деревьев или не поели, проверить меня. Да, летом. То есть это то, что я сейчас говорю, это только то, что сейчас в голову пришло. Я не говорю про прокуратуру, АБЭП, ФСБ, которые были проверками. Это вам просто не пересказать. Сколько... Но это проблема. А никто же не заставляет. Я всегда себе говорю, меня же никто не заставляет быть директором. Я могу в любое время записать заявление, выйти, все. И не проблема. И успокаиваюсь. Кто мне поможет, если не я сам себе? Вот, ну как, конечно, тяжело, очень тяжело. Следующее. Я бы хотел, чтобы все здесь присутствующие, и те, кто не смог сюда прийти, и вы своим супругам передали следующую весть. Все то, что я сейчас сказал, все то, что от меня буду говорить, потому что это важно. Значит, чем сегодня, каким научно-методическим направлением регулируется образовательный процесс в школе? Называется это ФГОС. Такое страшное слово. Федеральный государственный образовательный стандарт. Сразу скажу, я встречался буквально 2 недели назад, у нас в школе был с АПК-ПРО, это Академия повышения квалификации, то есть в принципе это вот корона отечественной Академии повышения квалификации. И один из участников разрабатывал стандарт для дошкольного образования. Я ему задаю один простой вопрос. Вы вообще этим стандартом понятие измеримость закладываете? Например, вот стандарт написан. Ученик в конце учебного курса должен владеть тем-то, 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 тем-то. Или знать о том-то, 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 том-то. Или там что-то, 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 что-то еще. Оптимизатор, такие слова, в общем, очень тяжело разобраться человеку обычному, то есть, да, человек, который просто имеет такое образование. То есть такие немножко обтекаемые вещи. Но в этих стандартах заложена научная вещь, то есть научная стезя. И называется это сегодня, ребята, друзья, системно-деятельностный подход. Системно-деятельностный подход строится на 7 принципах. И этот первый принцип называется деятельностный. Самое главное, вот, суть, соль этого принципа заключается в следующем. Учитель не дает знаний. Учитель создает условия, в которых ученик сам добывает эти знания. Вот это принципиальная вещь, которую мы сегодня должны понять. То есть, да, вот учитель сегодня, поэтому мы, заместитель, мы как бы знаем, да, мы их называем так, есть урокодатель, а вот обычно бывает учитель, я обычно афадант. Что ты ему дал? Откуда ты знаешь, что ты ему дал? Если он тебя не взял, он тебя взял, ты, может, дал, а он не взял. Поэтому вот система, вот этот деятельностный принцип, он заключается прежде всего в том, что учитель создает условия, где ребенок чувствует и загоняешь его в ситуацию проблемной такой плоскости, вопрос на ответ, где ученик должен сам подойти к тому, даже элементарно, вот в старой методике учителя пишут название урока темы, так?
Вот вы, наверное, вспомните свою школу. Сегодня по ФГОС он не должен писать. Он должен подвести детей, чтобы они назвали тему урока. А представьте себе, это какое искусство учителя, он должен насколько владеть предметом, и психологом быть, и насколько он эрудирован он быть, чтобы человек поймать любой какой-то предмет, вещь. Ну, и оттуда начать их подводить вообще к теме, чтобы они сами назвали проблему и тему этого урока. Здорово, да, звучит? Но вы знаете, не у всех у нас получается, не у всех учителей. У нас учителей, вот Луиза Сами, научно-методическая, я сегодня, опять-таки... Давайте конкретный пример. Сегодня на уроке географии, например, в 6 А-классе, Зина Султан. Ну разве это, да, конкретно был показан этот деятельность? Я просто, можно, просто чуть-чуть, ребята все-таки любят, все же любят, чай, все любим, да? Вот я пример просто приведу с этими лепешками. Вот, знаете, это как примерно хозяйка, которая делает хорошо лепешки. И когда ты ей говоришь, а может тебе вот так вот сделать, а давай вот так вот сделать. Она говорит, нет, я 20 лет делаю хорошо, всем нравится, все, я больше меняться не буду. Они пускай кушают вот как есть. Вот такой подход у некоторых учителей. Вот у меня же получается, все. Это плохо? Это плохо. Это ужасно. Потому что учитель, который делает эти лепешка еще это хорошо, она еще мягкая, вкусная, свежая. А учитель, который, да, он потихонечку стареет, скучнеет, тряхлеет и вообще в труху превращается. Он еще жалуется на жизнь, что она скучная почему-то. Какая она у тебя может быть, если ты ее не организовал? Интересно. Да, Луиза, вы что-то хотели? Вот, смотрите, я хотела к вам обратиться. Если говорить о ФГОСах, то в первую очередь мы говорим о том, что комбинированный урок, вот то, что было в нашем детстве, он отменяется абсолютно. Он совершенно не подходит. Комбинированный урок, когда 20 минут учитель опрашивает, а 20 минут объясняет. Это вчерашний день, и сегодня он, конечно же, не применим. Поэтому, вот, называя следующий принцип, принцип целостности. Когда из вчерашней темы вот учитель подводит детей к тому, что они сформулируют вместе с ним, говорили, да, вместе с ним обязательно он формулирует эту новую тему. И сегодня вот как раз-таки на уроке у нас идет декада метод объединения естественно-математической науки и ИКТ. И вот мы ходим на уроки вместе, обмениваемся опытом, не только администрация, но и учителя, свободные от учителей, от уроков, извините, посещают эти уроки. Так вот, значит, целостности одна тема, обязательно идет актуализация, учитель отталкивается от вчерашней темы и подводит детей к сегодняшней теме. Дальше, очень, сегодня тоже мы четко наблюдали принцип творчества на уроке, когда даются небольшие задания, да, вот, детям, а они, даже это какое-то мини-исследование было сегодня, они наблюдали в течение 2 недель за температурным режимом в городе Назрань. Это отмечается в тетрадях, затем они какие-то графики составляют, так вот получается. Так вот, творчество, комфортность, принцип, когда очень доброжелательная обстановка на уроке, когда учитель с улыбкой, когда он всегда обращается к своим ученикам по именам, фамилии практически не звучат. Обязательно какие-то поощрительные слова, молодец, красиво, вот такой, вот это комфорт. Скажу следующее, следующим пунктом. Я, честно скажу, я люблю, когда школа занята тем, чем она призвана заниматься. Образованием. Да? Именно качественным образованием. И когда я увидел, честно говоря, когда я туда пришел, как раз тогда были олимпийские у нас игры и так далее, чего только там не было. Вы знаете, гимназия всегда, она вот передавалась, весь акцент именно на гимназию. Хор, гимназия, прыжки, гимназия, парашют, гимназия, все гимназия. И когда я увидел, что да, это нужно, да, действительно, ну, такие ответственные моменты перед всей страной, конечно, тут не откажешь, да, но когда ты видишь, что Минкульт позволяет себе позвонить и сказать, а вы знаете, у нас завтра мероприятие, нам нужен ваш хор, или там у нас ИПК, мы хотим провести мероприятие, нам нужны ваши детки. Я говорю, а вы сами согласовали, вам нужны ваши детки, я говорю, и вы еще претендуете на то, что вы можете звонить в любое время, нарушать учебный процесс. Я говорю, если вам нужны наши дети, позвоните заранее к нам, согласуйте с нами, когда мы можем вам предоставить деток, потому что хочется, чтобы детки все-таки участвовали в этих мероприятиях, но не в ущерб учебных занятий. Просто, знаете, в других школах может другая проблема, да? Просто я говорю именно о проблемах, ну, именно в плане того, что я для себя обозначил, что качество знаний это прежде всего. Что туда еще включено? Количество детей в классе.
Вот мои заместители знают, когда вы знаете, это очень непросто. Чтобы выдержать планку 25 детей, как положено по закону и по Санпину, чтобы в классе было 25 детей. Я не знаю, как в других школах, да? В гимназии это очень сложно. Я вот этот прошлый год, вот представляете, за целый год я не принял ни одного ребенка. Я принял 3 детей, своих сотрудников. 2 детей, сотрудник, который более 10 лет прожил за границей и имеет действительно хорошую базу образовательную, то есть, да, я не мог его упустить. И одного ребенка, который 15 лет работает в гимназии, и он где-то в дачном вынужден ходить в какую-то там школу. Вот 3 детей взял, и все, я просто набора вообще даже не сделал. Ни во второй, ни в какой класс, вообще просто все, нет, закрытой гимназии. Почему? Потому что когда начали приходить надзорные органы, а их, я вам скажу, около 14-16 надзорных органов, которые проверяют, и каждый они цепляются, а вот у вас беспорядок, а вот это. Я просто напросился в гости, значит, каждому из руководителей этих ведомств, так, большинство, ну, часть из них, и просто сказал: давайте так, дайте мне время. Если вы увидите, что количество детей растет, я говорю, пожалуйста, казните, карайте. Но если вы увидите, что оно решается, я говорю, идите на уступки. И вот сегодня, если в прошлом году мы на 165 человек превышали лимит, который мы должны быть, сегодня мы превышаем на 14 человек. То есть, да, это огромный, ну как бы, большое, я вам скажу, очень непросто это далось. И я не жалею. И более того, я считаю, что это обязанность, я всегда подчеркиваю, что это аздяр дуахкандас, подвиг яс, но это просто это работа. Если я хочу сегодня требовать от учителей качества, да, он не имеет полное моральное право сказать: а вы знаете, а вы мне создали все традиции, которые были в гимназии, да, все лучшие, добрые традиции. У нас получилось их сохранить и улучшить. Вот в этом плане, вот, ну, год это много. Да? Но вот то, что получилось именно вот в этом плане. Но я хотел бы, что вам сказать. Я оставляю за заместителем абсолютное право сказать, ну, пока каждый в своем направлении может что-то сказать. Что изменилось или не изменилось. Я не знаю, нет необходимости, я говорю, не буду говорить. Да? Хорошо. В любом случае, коллектив работает, так, дружно, плодотворно взаимодействует. Да, не везде все гладко, так, но в любом случае, вот те, кто меня близко знает, я всегда четко, вы знаете, да, ну, для меня порядок, вот, когда касается дела справедливости, порядка, для меня, ну, родственные, дружеские отношения, они уходят на второй план. Даже я скажу, на другой план, то есть, да, не на второй, а на другой план. Это вот дружбу с работой нельзя путать, ее нельзя перемешивать. Вот качество, оно на то качество, когда ты беспристрастно подходишь к каждому. Ахман Учхолос, я вам как бы рассказывал, да, проверки с ФСБ, с АБП, которые меня проверяли, да, вы не представляете, сколько это пыток, прежде всего для моих коллег, для моих сотрудников. Они сегодня, честно говоря, скажу, этот год, вот близкие мои товарищи по этой работе, которые вот, и я 12 лет назад работал, но они признаются, этот год для нас был очень сложным. Почему сложно? Потому что проверок, у меня 7 судебных процессов было. Вот представляете, 7 судебных процессов. Школы за год 7 процессов, ну, юрист, когда я его приглашал, он никогда в жизни не думал, что будет такая нагрузка. Он просто выиграл, в шоке. Все 7 мы выиграли. Все 7 мы выиграли. Просто сегодня быть директором, я вам скажу, это целая кипа бумаг, это целая постоянная работа с этим надзорным органом. И самое страшное, хотите, я вам одну вещь скажу? Второй год идет, ни одна проверка не прошла проверить уровень математики, русского языка и других предметов. Ни одна проверка. Вы представляете? Надо знать математику, русский язык и все остальное. Видимо, да, кому-то там надо знать, но они проверяют все остальное, но не это. И вот, представляете, вот эти заместители элементарно, да, вот, чтобы заняться этими вопросами, столько нормативной базы, вот огромная кипа. Просто вы себе не представляете, сколько паспортов у нас в гимназии. Это просто, наверное, стола не хватит
вот столько документов требуется. Так, ну что, мы перейдем к вопросам. То есть поднимаем руку, представляем. Интегрирован ли какой-либо зарубежный опыт для, соответственно, увеличения качества? Хороший вопрос. Так, попытаюсь ответить. Значит, первое, два момента отвечу. Первый момент. Я часто говорю, кому-то из коллег это не нравится, особенно когда вот недавно пригласили на конференцию, кого-то это коробило, что Россия занимает в рейтинге образовательной системы в мире 35 место. Мы находимся где-то между Чили и Мексикой. Так? Но почему-то Финляндия, там, да, Корея, там, разными путями. У нас, кстати, отдельный педсовет был посвящен именно этой теме. Мы проводим педсовет именно в таком активном форуме, ну, в таком формате, где вот идет обмен действительно, чтобы мы исследования проводили. И вот мы изучали опыт, да, опыт Англии, опыт Финляндии, опыт Южной Кореи. Да, вот, например, Южной Корее мы были немножко в ужасе, потому что дети с самым высоким рейтингом суицидальности, да, к самоубийству подвержены именно южные корейцы. Но скачок мощнейший. Они уже практически занимают первое место, первое или второе место. И вот есть такой, тест, называется PISA, да, организация, Program of International Student Assessment. То есть это программа, международная программа оценки качества знаний студентов. Да? Они по всем странам оценивают, и это буквально мы сами недавно поднимали тест, то есть, да, интересно увидеть, они по чтению, по естественным математическим наукам, по еще что там было, reading, science. Да, чтение, математика и естественные науки. Да. Вот, мы подошли к тому, что там задание на компетентностный подход. То есть не просто конкретные знания чего-то, а умение притворять эти знания, раз. И во-вторых, даже элементарно, когда текст читают большой текст, такой научный, да, а затем задаются вопросы на то, как понят этот текст. Ну вот в этом плане мы ведем эту работу. Да? И еще плюс где-то год назад, хотя она, полгода, наверное, назад, да, Ада Асламбекова, вот Мадина Мустафаевна тоже, кстати, как учителя свои предметники, хотя он у нас в силу занятости не всегда идет так, как нам хотелось бы, есть такой, называется формат IGCSE, просто на английском скажу, да, International General Certificate in Secondary Education. Это означает, это кембриджский формат, точнее стандарт общего среднего образования. Среднего основного, да, именно среднего основного, то есть восьмиклассники, 9 класс, на английском языке, вот мы сейчас начали работу у себя в гимназии, я вот, в качестве учителя преподаю английский язык своим учителям, предметникам, то есть это биолог, это информатика, это математик, это историк, химик, вот, чтобы они через 2-3 года мы организовали экспериментальный класс, где основные предметы будут преподаваться на английском языке. Так? И вот этот формат IGCSE, в принципе, это абсолютно договориться можно с Кембриджем, чтобы они выехали, там определенную аттестацию, дали оценку образовательных учреждений на предмет того, что будут ли они давать это стандарт нам. В общем, планка на международной тоже, чтобы оно имело место быть. Но это такие, конечно, очень амбициозный проект. Я знаю, что только в Москве буквально пару таких школ, и то с поддержкой именно турецких таких вот, да, с Турцией вот, ребята, очень такие грамотные, продвигают эти международные школы. В общем, такой у нас есть, и мы, в принципе, маленькими шагами, но работаем. Мы даже более того, заказали, уже нам привезли книги IGCSE, то есть, да, уже на английском языке эти книги, чтобы, по крайней мере, увидеть их, что это, поверить, что это реально. Другим Гаскиев, der Resfallbuch Volkov, Категория Холда, Мера, Голдином, Внизу, Голда, Чапака, Авара, Resfall. У меня такой вопрос. Вот, когда ты выходил туда на работу, в информационном пространстве очень сильно обсуждалась эта тема, что вот сильная гимназия, передовое образовательное учреждение, что сейчас все развалят, все пропало, одним словом. Вот, ты сказал, что удалось сохранить традиции, это очень радует. Вот, я хотел, чтобы ты вот коротко сказал, 1, 2, 3, 5, что удалось привнести хорошего, да, за этот период, того, чего не было в гимназии. И второй вопрос, вот, касательно вообще всей системы образования.
Вот ты проработал, был в разных местах, а теперь изнутри изучил систему образования Ингушетии. Что нам мешает? Вот, от чего нам, над чем нам надо работать? Тоже раз, два, три, четыре, пять, коротко, по пунктам, если можно. Ну, я вначале сказал, что заведение вот, да, такого уровня, возглавить его и сразу же за год там что-то еще, то есть, да, но это в любом случае самый главный вклад, на мой взгляд, это то, что не приглашая да, извне целую армию, значит, да, обычно вы знаете, что у нас бывает, когда человек приходит на руководящую должность, за собой свита целая, да, не приглашая эту свиту, первое одно из важных таких, на мой взгляд, что мы со своими заместителями, которые были там до меня, нашли общий язык. А это важно. Это прежде всего важно, знаете почему? Потому что на мой взгляд, мне кажется, получилось показать, что коллектив – это главное. Когда в коллективе все хорошо, вот тогда и руководителям бывает проще. И вот этот момент, на мой взгляд, вот в плане именно психологического такого, да, вот мне кажется, что и пока я это себе сейчас, если себя спросить, я могу искренне сказать, что я могу открыто пригласить любого своего заместителя и вот сказать, вот у нас такая проблема, давайте-ка быстренько объединимся и вот решим эту задачу. Да? В этом плане я, несомненно, вот этот вижу один из плюсов. Второй плюс, то, что у меня получилось все-таки, да, вот это сокращение этих классов, довести до ума, чтобы в классах не было не 40, не 47 детей, да, а было 25-27, так, как вот оно должно быть. Потому что это большой вклад в плане самого образования. Второй момент, третий момент. Ну, вот в плане родительского вот этих вот прав участников образовательного процесса, я не знаю, честно говоря, вот проводить анализ, если бы я раньше проводил бы анализ, сравнивал бы, как было раньше действительно. Но на мой взгляд, я как руководитель четко сейчас вижу, что вот права и обязанности всех участников процесса, они должны быть они должны обязательно отслеживаться. И сегодня родитель, он, по крайней мере, не содрогается, он понимает, что его права не будут ущемлены, он может открыто ко мне прийти, так же, как и учитель, изложить свою позицию. И в плане соблюдения прав я стараюсь отслеживать. Я просто сейчас слово «я» не хотел бы, да, вот это повторять, потому что все-таки много такой... Такая, гость чайного клуба. Да, позиция, ну, вы меня обязали. Что еще? Ну, вот в плане именно, я не знаю, это небольшой вклад, в любом случае, на мой взгляд, в плане дополнительного образования Адасамбеком, у нас что появилось? Там, вот Мадина Мустафаевна, у нас клуб робототехники, вот это, еще раз, в гимназии, да. Вот, пожалуйста, Адасамбеком, вы скажете, потом Мадина Мустафаевна, робототехники, скажет, Мадина Мустафаевна, а вы аптекарские грядки, вот то, что там было. Да. Вот у нас появился клуб назидания. Этот клуб возглавляет учитель основ религии. И вот дети ходят с удовольствием на заседания этого клуба, там они говорят о общих канонах наших религиозных. Тот клуб, которого, ну, эта тема она была закрыта, да, и вот сейчас у нас есть этот клуб, открыто, спокойно дети ходят и учат и Коран, там, и ламус как делать, и все остальное, то, что им интересно и нужно. У нас также появился, у нас сейчас реализуется проект «Аптекарские грядки», он у нас начал работать в прошлом году, мы, старт был в прошлом году, мы в стенах, не в стенах, а во дворе гимназии нашли место, так, чтобы это было гармонично с нашими этими ландшафтами, со всем этим дизайном, который есть. Разбили грядки с участием детей, с экологическим клубом, клубом «Юные цветоводы», 4 биологи там участвовали. Мы и привлекли детей к работе с землей, с семенами, с лекарственными растениями. Потом, после того, как все это созрело, собрали семена, Лиза со своими клубниками научила их семена вытаскивать, собирать, сортировать, сушить. Это была такая большая работа проведена. Вот в этом, например, кажется, просто кажется так легко, да, посадили, вырастили, собрали. Но там была довольно-таки
большая работа, и немножко нудная в том плане, что и колется все, и сыпется, и это надо другую одежду одеть, и в земле возиться. Одним словом, сложновато, но тем не менее всем было интересно, и эту работу мы провели. Ну, еще одно тоже достижение, это то, что у нас открылся клуб робототехника. Это не просто как-то на бумаге, а роботы собираются, они работают и готовятся к более серьезным таким вот участию в серьезных конкурсах, где они этих роботов будут показывать и даже участвовать в конкурсах. Вот это тоже новое. Ну и хотелось бы добавить слова Магомед Башир, отвечая на вопрос о том, что какие достижения за год. Мне кажется, главное достижение это то, что с такими сложноватыми людьми, как мы, учителя, работники гимназии, Магомед Баширович нашел общий язык, смог нас всех собрать в одно единое целое, что не развалилось, не разладилось то, что было создано долгие годы. Вот это самое главное достижение, потому что вы, наверное, понимаете, что у нас очень учителя и заместители, люди, работающие и в Грозном, и имеющие опыт, большой опыт работы, и всех их объединить, люди с разными характерами, объединить в одно единое, чтобы так объединить, чтобы мы работали в том же темпе и даже лучше, это самая большая заслуга. Вот, всегда подчеркиваю одну важную мысль, что я не прихожу именно как инспектор, да, с дамокловым мечом, да, а прихожу у человека, чтобы вот именно привнести именно то, что сегодня трактует современная педагогика. И, собственно говоря, в учебном процессе и в научно-методической работе мы вот в этом плане стараемся притворять. Ну и, знаете, еще вот этот вопрос, когда вот задают, да, что изменилось тогда, для нас он немножко, я вот вижу, что он не всегда такой, как вам сказать, он непростой вопрос. Он в корне непростой вопрос. Потому что люди 15 лет да, жили вместе, как одна единая команда. Мы не говорим, какая была, что очень много положительных моментов было. И когда вот это произошло, вот эта да, ротация определенная, она непростая, я сейчас не того, чего я не знаю, я не буду озвучивать. И поэтому мы, знаете, вот как по умолчанию бывает такая тема, которую мы пытаемся обходить. Потому что это... И именно это нас и объединяет, то, о чем мы сказали, что вот да, по умолчанию не говорит, вот, что произошло, что такие резкие какие-то. Да, потому что коллектив, да, он мощный коллектив. Просто есть моменты, когда вот, если тот, кто руководит этим коллективом, он, я назову вещи своими именами, тянет все одеяло на себя, это неправильно. Вот когда коллектив видит, что их оценивают, их работу оценивают по заслугам, это больше мотивирует к дальнейшему взаимодействию, дальнейшей работе, слаженной работе, что очень немаловажно. И то, о чем я сказал, именно психологический комфорт, я считаю, вот это самое главное было. Потому что это действительно было сложно. Я представляю, если там чужой человек пришел бы туда, ему было бы сложно. И, честно говоря, я не исключаю, что вот тогда действительно там были бы вот, наслоения, очень много таких проблемных моментов. Вот. Мне просто повезло то, что я работал с этим коллективом, и коллектив меня знал как учителя, так, такого же принципиально, как и, может, сейчас. Я сейчас просто не говорю, там, что это плюс. Иногда принципиальность это не совсем плюс, поверьте мне. Но я по-другому не могу. Второй вопрос. Вот по поводу того, что второй вопрос, я вот поэтому и начал, вот общественный контроль в школе. Я вот считаю, надо усилять общественный контроль. Раз. Так, вот системный деятельный подход, переходить от буквализма к конкретно реальным действиям. Так, и побольше, ну как вам сказать, конкретно, вот как выйти из каких-то тезисы, изложить, вот именно я считаю, что нужно нам, родителям, нам, общественности, через телевидение, через средства массовой информации, через вот такие вот собрания, чаще общаться, чтобы представители образования, это, вы понимаете, вот сегодня я просто немножко тоже делюсь, под большим ударом находится сегодня образование, потому что сегодня сокращают заместителей школ.
Вот знаете, что такое сократить заместителя школы? Это означает сократить воспитательную работу, сократить научно-методическую, сократить дополнительное доп. Образование. Вот я вот каждого своего заместителя называю, да? Это целое направление образования. И сегодня нам говорят, в школе должно быть только 2 заместителя, ну максимум 3. И вот Беслан знает, вот на совещании 4 дня назад, я не знаю, как это было сказано, но сказали, что только один единственный директор, который написал письмо, и вот здесь у меня мой заместитель, который мне очень приятно, сам человек подошел, сказал, вот я думаю, что давайте я помогу вам в этом направлении. Так? И вот то, о чем я говорю, командная работа, вот, да, самое главное. Вот мне что, знаете, повезло, то, что я работал в общественной организации. Вот когда ты работаешь в общественной организации, приходишь в государственное учреждение, ты понимаешь, насколько важно сочетание, вот как принцип пишет, Беслан, ты знаешь, да, в уставе и в законе прописано, что образовательное учреждение руководитель руководить школой на основе единоначалия, принципа единоначалия и коллегиальности. Но очень часто на первом слое заканчивается весь процесс. Вот мне именно то, что вот я работал в общественной организации, видел, как вот это все, насколько важно именно, когда ты, все члены общества, все коллективы, они ответственны, насколько это важно, взаимодействие. Мне кажется, это мне помогло, Ибрагим. Я думаю, что, опять переходя к твоему вопросу, нам нужно защищать, школу надо защищать. Вот я просто делюсь о том, что сегодня проблема, большая проблема. Я единственный человек, который до сих пор еще не сдаюсь, и ни одного заместителя не отдал. Ни одну ставку не отдал, и мне до сих пор сегодня еще говорят, кого вы уведомили, дайте, пишите списки. А я, знаете, назло им говорю, а вы знаете, мне еще один заместитель нужен. У меня, естественно, математическое направление страдает. Они сразу говорят, Махмад Измаала там взорвется все, то есть, да. Я говорю, министру сказал, пожалуйста, если вы напишите мне отказную, мы на 4 страницах написали, и плюс там написали, если оптимизация, мы все готовы по 10% отдать свои зарплаты, давайте мы так будем оптимизировать, а не деградировать. То есть эти вещи тоже я хотел бы, чтобы в блогах, блогосфера, здесь же есть и блогеры, поднимали эти вопросы, потому что сегодня сократишь, через полгода увидишь уродов, ублюдков своих же детей. Но также оно и есть. Ханубе без воспитательниц плохо. Вот я просто за гимназию говорю. Здесь огромный просто, понимаете, штат. Дня не проходит, чтобы актом зала. У нас порой 2-3 мероприятия, не знаю, какой, настолько забито бывает актом в зале, насыщен каждое мероприятие, каждая дата, каждое событие, оно не остается незамеченным, а это целое направление воспитательной работы. Доп. Образование, 30 клубов. Да? У нас 30 клубов. Кто их будет курировать? А раз, да, страну делится, кто это? Неурочно делится отдельно, это вообще адресом целое напротив, чтобы этот урок у тебя не был похож на обычный урок. Он должен быть действительно внеурочным. А это же целая работа. У нас в республике этого нет еще. Это надо ставить, это опять по ФГОС. А заместитель добавил. То есть проблем, очень много проблем в этом плане. Да, мы об этом кричим. Когда ко мне целая толпа родителей приходит, чтобы устроить ребенка в гимназию, я в ужасе, что от того, что родитель не может, понимаете, вот школа находится рядышком, а он не хочет туда отдавать своего ребенка. А вы знаете, что такое жить рядом с школой? Это хорошо, это удобство, понимаете, ребенок вышел, вот, тебе не надо беспокоиться за него, тебе возить его не надо, он пошел пешком, а родитель не хочет его туда отдавать. Огромная проблема, Тимур. И теперь по поводу этого разрыва. Наверное, вот сейчас новый закон и ряд таких властных, значит, да, наверняка вот хотят нивелировать, я так понимаю, да, чтобы ничего не выделялось. Вот если мы сейчас флагман, вот, что эти островки оазис, я сейчас не говорю, что только единственная одна гимназия. Просто выбрать ряд заведений, которые действительно по показателям доказали, что они действительно флагманы, оставить их, и чтобы, вот, как вы сейчас сказали, сформулировать, экспортировать. То, о чем мы говорим, коллеги, вот когда мы говорим, мы умеем делать, но еще должны научиться правильно оформлять продукты и продавать его, или передавать его, понимаете? Вот эти вещи обязательно они должны, и я считаю, что это очень важная вещь. И то, о чем, когда я говорил об ассоциации директоров, хотя не все пока директора просыпаются, не понимают все это, зачем это нужно, вот было бы очень хорошо. Вот это важно, нужно. Но поверьте, очень тяжелый народ у нас. Пока приказом не заставишь, люди не идут.
люди не хотят учиться. Вот про лепешки говорил, 20 лет я пек, да, всем нравилось, что мне учиться, что мне еще учить там? Начинка всех устраивает. Так, вот мастерство, вот, да, оттачивать его, постоянно оттачивать, то есть, да, что ты можешь, не знаю, одним пальцем эту лепешку сделать, не знаю, и так ее сделать, чтобы она у тебя просто таяла во рту. Такой установки не ставят. Это просто простым языком, так, чтобы в сравнении было. И мне бы хотелось сказать, что в республике о тебе кто-то думает как о неприступном чиновнике, руководителе, кто-то думает как об инноваторе. Вот, но мы, в том числе Центр Эйзел, думаем и знаем тебя как человека, и как руководителя, который пытается, несмотря на систему, реализовать свои идеи и мечты, если это можно так сказать. Поэтому и мы надеемся, что тебе хватит силы и воли дойти до конца. Вот, и мы в этом тебе всегда готовы оказывать А мы со своей стороны всю любую поддержку, какую можем делать. Дело Риасхал. Вот, и спасибо, что вы пригласили нас тоже. Вот, в любом случае для нас это немножко мы вышли за рамки своей школы. Да, и по традиции я бы хотел вот получить кружку с нашим логотипом и с нашим девизом. Девиз здесь, я думаю, всем понравился. Любовь к родине – это не хранение пепла, а поддержание огня. Вот, и тоже чай пить от нашего спонсора. Столовую гимназии, кружка тоже, да, как раз. Дело Риасхал, если ты хочешь какой-то сказать посыл, Нет, я просто говорю, знаете что, друзья, читайте. Читайте, еще раз читайте, постоянно занимайтесь самообразованием, потому что какой вы, такой же будет ваш ребенок. Так как вы будете дома работать со своими детьми, рассуждать на разные темы, сказки, мультики, останавливайте мультик, спрашивайте ребенка, а что дальше произойдет, а почему ты так думаешь? То же самое сказку читая, останавливайте, пусть он размышляет, дает рефлексию, обратную связь, что была. Пожалуйста, читайте постоянно, занимайтесь самообразованием, тогда наши дети, да, они будут устроены.